Отшумело лето. Земля отдыхает после жатвы. Вокруг никого нет. В белом, свежевыстиранном платье, темном, стеганом мешленте, повязанная белым платком, Толгонай идет медленно по траве. Вот, она останавливается и долго-долго смотрит вокруг. Ну, здравствуй, Толгонай. Ты опять одна? Садись, Толгонай, и все вспомни, и все заново рассказывай. Мы с Субанкулом жизнь эту своими руками сделали, трудились, много пота пролили. Вот, дом поставили, скотом обзавелись, но словом стали жить как люди. А самое великое, сыновья родились, трое, один за другим. Помню, как они в первый раз были здесь, в поле. Это было, когда Субанкул привез сюда первый трактор. Да, Касым и Масалбек ходили в школу. Бывало, по вечерам в доме настоящая школа. Субанкул лежал на полу, выводил буквы в тетради, а сыновья лезли все трое с трех сторон, и каждый учил отца по-своему. Словом, дома царило счастье. Помню, Касым пошел по отцовскому пути, трактористом стал. За Касыма я не беспокоилась. Работник, он вышел весь в отца. А самое важное, вскоре Касым женился. Он привез Алиман из Каенды. Она была толковая, веселая, ясная, как Стеклышко. Я полюбила ее как родную дочь. А младший Джайнак, красивый, ладный, вышел собою. Избрали его секретарем комсомольским. Вечно у него то собрание, то кружки, то стенгазета, то еще что-то там у него. Он у них гармонистом был, заводилой. Но все же в глубине твоего сердца ты Масалбека больше любила. Может, от того, что тосковала о нем в разлуке? Да, ведь он, когда закончил школу, то сразу уехал в город на учебу. Учителем решил стать. Дай микрофон. Останутся невысказанные мне слова. Как же ты мог? Зачем я тебя родила? Да, мама, ты мать и вправе спросить с меня. Но на твои вопросы ответит потом история. А сейчас могу лишь сказать, это огромная беда для всех нас. Я никогда не жаждал совершать геройство на войне. Я готовил себя к самой скромной профессии и хотел быть просто учителем. Но вместо мела и школьной указки мне пришлось взять в руки оружие и стать солдатом. Я не успел дать детям ни одного урока. Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь живым. Я иду туда, чтобы сохранить жизнь многим товарищам. Я иду ради народа, ради победы, ради прекрасного, что есть в человеке. Это мое последнее письмо, и это мои последние слова. Мама, прости меня, мама,
за горе, которое я приношу тебе. Я горжусь, что выполняю свой самый высокий долг перед людьми. Не плачь, мама, пусть никто не плачет. Прости, мама, и прощай. Прощайте, горы мои, Алато, как любил я вас. Прощайте. Твой сын, учитель, лейтенант Масалбек Субанкулов, фронт, 9 марта, 1943 год, 12 часов ночи.